К другим темам. В поселке Витим прошла встреча населения с вице-премьером Якутии Виктором Амуковым. Жители не могли не поднять вопрос о проезде по дороге вдоль магистрали ВСТО. Этот вопрос вызвал немало споров между населением Витима и Пеледуя и представителями Транснефти. К его решению подключились власти республики. В итоге между нефтяной компанией и руководством Якутии достигнута договоренность. Подробности встречи далее. Витимцы вновь подняли вопрос о проезде по технологической дороге вдоль магистрали ВСТО. На этот раз во время встречи с населением вице-премьера правительства Якутии Виктора Амукова и исполняющего обязанности главы Ленского района Василия Лукьянцева. Глава района еще раз напомнил присутствующим, что движение вдоль трассового проезда не ограничивается для местного населения. Также этой дорогой могут воспользоваться оперативные службы, обеспечивающие жизнедеятельность, транспортные средства школ, детских садов, лесхозов, госорганов контроля и организации, проводящие работы, проезд на которые возможен только по технологической трассе. В случае острой необходимости на основании обращения глав администрации и министерств республики обеспечивается беспрепятственный проезд для перевозки грузов для нужд региона. Остро нуждающимся будет по ходатайству администрации разрешаться проезд. В том числе, я говорю, вот так же, как ездят жители, сами жители, и для технологического, будем говорить, для грузового транспорта, который будет провозить продукты питания первой необходимости, тоже будут давать разрешение. С Транснефтью достигнуто соглашение, по которому разрешение на проезд будет выдавать Ленское районное нефтепроводное управление, а не головной офис Транснефти, расположенный в Братске, что сократит срок получения разрешения. Администрация решила именно пропуск оформить не через Братск, а через Ленск, первое, да? А второе, полностью по ходатайству главы, скорая помощь, другие машины и население могут проехать бесплатно по ходатайству главы. Во время встречи Виктор Амуков ознакомил витимцев с некоторыми изменениями в организации работы в сфере транспорта. Так, со следующего года муниципальный зимник, связывающий Витим с Ленском, передадут в ведение Минтранса Якутии, что позволит поднять качество содержания зимника. Кроме того, количество связывающих Витим и Пеледуй с районным центром авиарейсов в межсезонье увеличат с 40 до 70. Это обеспечит постоянную связь Витима и Пеледуя с Ленском в период для дохода или достава. Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы с Пеледуя до Ленска полностью со всеми Транснефтью и Сургутнефтегазом переговоры начинает глава республики о том, чтобы полностью строить 4-й категории дорогу до города Ленска с Пеледуя. Вот таким образом. Поэтому это самые последние варианты, которые идет и делает правительство нашей республики. Витимцы встречи остались довольны, поскольку получили исчерпывающие ответы на многие вопросы. Все вопросы, я считаю, мы раскрыли, нашли какой-то компромисс. И думаю, что в будущем будет у нас все нормально. Лишь бы нам навстречу шли еще руководство Сургутнефтегаза, еще, хотя к ним претензий особых нету. Но самое главное – Транснефть, Востокнефтепровода, руководство. По обращению администрации, чтобы внимательно относились к нашим просьбам, которые мы, в принципе, выражаем именно волю населения. Саргалана Захарова, Светлана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.